Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Минск шаарында жүрөбүз. Белоруссиянын Минск шаарында Роза атышына келип калды. Биздин Кыргыз диаспора кеңешинин билим берүү комитетинин жетекчиси. Минск шаарында келип илимий конференция языковая политика стран СНГге катышып, Кыргыз диаспора жааматынын атынан ошо мекендештер азыр ушул жерде биз катышкан секциянын толугу менен видеону киргизип коебуз. Жалаңылык көрбөй, биздин кандай иш алып барып атабыз, эл аралык деңгээлде ошону да бир көрүп коюңуз, лайкты басып коюңуз жана Кыргыз диаспора кеңеши менен болуңуз. Добрый день, коллеги. Продолжая терминологию Мартина Эркича, в Кыргызстане слово «трудовые мигранты» заменили на слово «соотечественники», мекендештер. То есть мы считаем себя не трудовыми мигрантами. В рамках Евразийского экономического союза члены ЕАЭС являются трудящимися, а не мигрантами, не трудовыми мигрантами. И недавно у нас в Кыргызстане был большой форум мекендештер, и в этом форуме мекендештер там приняли резолюцию не называть людей, которые проживают за пределами страны, мигрантам либо трудовым мигрантам. Мы соотечественники, мы временно переселенцы, временно трудящиеся. Эту терминологию мы у себя в диаспоре тоже активно внедряем. Вот многие задаются вопросом, в чем разница, что такое диаспора? И у диаспоры есть у разных народов разное определение. Допустим, у армянской диаспоры это уже совсем другое определение, еврейской диаспоры совсем другое определение, потому что эти народы проживают на территории Российской Федерации, России очень долгие годы и так далее. Из Центральной Азии диаспора начал в Российской Федерации сформироваться только в последние десятки лет. Последние десятки лет. И есть посольство. Что такое посольство? Посольство – это лицо государства, а диаспора – это лицо общества, которое проживает на территории Российской Федерации. Задача любой диаспоры, в том числе и наша, это создать имидж кыргызстанцев в Российской Федерации с положительной стороны. Вот с этой задачей мы каждый день работаем. Для этого у нас у диаспоры проводится еженедельно, практически не побоюсь этого слова, мероприятия. Есть такая организация Федерация мигрантов в России, и по определению президента Федерации мигрантов в России Вадима Викторовича Коженова, он сказал, в России уже существует четвертая полноценная диаспора, это кыргызская диаспора. Армянская диаспора, азербайджанская диаспора, еврейская диаспора. Кстати, они отметили не таджикская диаспора, а памирская диаспора, потому что организация памирская, она туда выделяются деньги из фонда Агахана, то есть имеет многомиллионный бюджет и так далее. Вот пятая полноценная диаспора – это кыргызская диаспора. И с вашего позволения я хотел бы сейчас вам продемонстрировать такой небольшой видеоролик. Надеюсь, что сейчас у нас… Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегии болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштеши баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем, андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которуп алсаңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берели мекендештер. Включится видео. Три массовых драки мигрантов произошли в столице. Мигранты избили и ограбили мужчину. Мигранты из Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку. Вопреки прогнозам, что иностранцы выйдут на улицу грабить прохожих, они пошли брать кредиты.
Можно похлопать. Это вот небольшой ролик, то есть мероприятие проводится огромное количество. Очень тесно дружим с другими диаспоральными структурами. В этом году мы, то есть уже 2 года подряд мы работаем с армянской, с азербайджанской, казахской диаспорой, с узбекской диаспорой, таджикской диаспорой, с афганской диаспорой очень тесно. Меняемся практиками, приглашаем к себе на мероприятия, идем к ним на мероприятия. Ровно 1,5 года назад, в месяц Рамазана, к сожалению, в Кыргызстане, между границей Таджикистана и Кыргызстана произошло такое недоразумение, так его называю. И ровно через год, в месяц Рамадан, мы с таджикской диаспорой встретились. Мы 100 человек из таджикской диаспоры пригласили к себе в гости в Рамадан на ифтар, чтобы раздружиться. Вот вчера один из спикеров сказал, да, то есть ближний сосед лучше, чем дальний родственник. И мы к этому придерживаемся. И через неделю таджикская диаспора нас пригласила на ифтар. Таким образом, мы здесь показали, что мы на территории Российской Федерации должны существовать бок о бок, взаимопонимание, взаимоуважение и так далее. Диаспора работает повсеместно. Каждый день у нас есть своя такая структура. В Кыргызстане, как вы знаете, есть 7 областей. Статистику подаваться не буду. Цели, задачи диаспора. Поддержка соотечественников, в первую очередь, международное сотрудничество, юридически правовая защита наших соотечественников, адаптация, интеграция кыргызстанцев в России. Что такое адаптация, интеграция? Здесь, когда мы вот из Средней Азии находимся у себя в селе, когда мы маленькие дети, нас всегда спрашивают, чей ты сын? И ты говоришь имя своего отца, матери, и по родителям тебе дают определение. То есть, сын такого-то человека, уважаемого человека или такого-то человека и так далее. То есть, благодаря своим родителям ты получаешь определение в глазах этого человека. Как только мы выезжаем за рубежом, мы все являемся сыновьями, дочерями своего народа. То есть, никогда никто не скажет, что вот Кубанычбек красавчик, а Ванес красавчик, нет. Он скажет, армянин молодец. Он скажет, кыргыз молодец, узбек молодец, таджик молодец и так далее. А считайте, если это будет негатив, скажет, вот таджики они такие, кыргызы они такие и так далее. Таким образом, мы всегда внедряем в молодежи в сознание тот приоритет, что за рубежом вы представляете целую нацию, а вас будет судить. Вот ты опрятно одет, а тебе скажут, молодец кыргыз, никогда не скажет молодец Азамат, да, и так далее. Вот, национальное культурно-спортивное мероприятие, у нас проводятся турниры, ежегодно у нас проводятся турниры в честь Чингиза Турюкуловича Айтматова. В этом году 95 лет. Первый кубок, как только мы сформировали этот кубок, у нас забрала вот таджикская диаспора, здесь вот сидит представители диаспоры. Призываем и других диаспор принимать участие на международном кубке. Трудоустройство соотечественников, мы столкнулись с этой проблему, потому что у нас это уже, вот эта цель, она отпала за счет того, что сейчас уже начала работать активно Евразийская экономическая комиссия, и в столице у нас открылся, в Москве открылось представительство Министерства миграции, они начали это все контролировать. А то иначе бывали, что наши соотечественники кидали на деньги, все прочее и так далее, и вот этим мы занимались. Образование и благотворительность. Вот после меня выступит руководитель комитета по образованию Роза Адышевна, она расскажет, какие в сфере образования мы проделываем работу. В сфере образования у нас мы в прошлом году заключили меморандум соглашения с 2 вузами и с 3 колледжами. То есть мы своих соотечественников, которые трудятся в Российской Федерации, параллельно еще просим, практически заставляем их тоже получать определенные знания в Российской Федерации. Потому что время у всех одинаковое, время у всех проходит. Кто-то его тратит на дискотеки, кто-то тратит в чайхана, кто-то просто тратит его просто так. Ну, находишься в Российской Федерации 5 лет, пожалуйста, вот параллельно отучись, получи хотя бы российский диплом. И вот это как раз мы внедряем. В этом году мы 5 разов увеличили число учащихся благодаря вот работе диаспоры, чтобы они поступили в вузы Российской Федерации. Не всегда на бюджетной основе получается, потому что бюджет распределяется у нас через Кыргызстан. А мы на своем уровне договариваемся с вузами, чтобы они делали контрактные скидки в размере 20-30%, дали определенное послабление, мы для них становимся так массовым
направляющим учащихся и так далее. Это получается взаимовыгодно. Привлечение инвестиций, поддержка предпринимателей Кыргызстана. Не только мы здесь находимся, но и мы стараемся помочь своей стороне. Из Кыргызстана мы привлекаем производителей, их продукцию, товары мы стараемся, чтобы они смогли реализовывать в Российской Федерации. То есть у нас есть в Москве очень много товаров из Кыргызстана. К большому сожалению, мы не можем зайти в большой магазин, как X5 Retail Group, Перекресток, Пятерочка, за счет того, что там объемы очень большие. В меньшем объеме мы его реализовываем. И даже внутри диаспоры у нас вот 1 миллион граждан работает в Российской Федерации, и они потребляют эти товары. Дальше. Вот структура диаспоры у нас, вот руководство, координаторы сообществ 7 областей. Вы хотите задать мне вопрос? Нет? Да? Я хочу задать вопрос, и вы, может быть, да. заодно. Да. Знаете, очень важно, вот Бек Болотович говорит, ну, Бек Болотович, это его отец Бекбол, а Бекбол означает, ну, будь крепким. Будь крепким. Да, у него отец такой. Мне кажется, что есть очень важная разница между теми людьми, которые приезжают на работу, ну, скажем, в Россию или еще куда-то. Названия разные. Если вот по-узбекски мы говорим «Масофет», да, и какие-то слова, то у нас «Мекендеш». «Мекендеш» «Калыша», как это у нас. Соотечественный. Да, соотечественный. Почему такая разница происходит? Потому что кыргыз кочевник, кочевник, а это значит, что юрту снял, пошел, сел, живу там, где живу. Понимаете? Поэтому у нас нет такой фундаментальной привязки к той земле, где мы живем. Мы живем там, где мы живем. Именно поэтому переселенцы, кыргызы, ну не переселенцы, они көчмөндөр. Люди, которые приехали и живут там. Поэтому для кыргыза или для узбека, или для таджика, или для казаха переселение имеет разную природу. А их всех одинаково назвали мигрантами, что неправильно. Вот, Кучбек, как вы считаете, действительно ли кыргызы, которые переехали в Россию, например, они уже Россию считают своим домом и готовы поставить юрту в любую во всех частях? Но здесь, когда я с русскими коллегами иногда подшучиваю, спорю и так далее, я всегда им говорил, что кыргызов историческая родина – это Енисей, Алтай, Минусинская котловина – это Российская Федерация. И за счет вот именно кочевой генетики для нас становится вот жить, в принципе, не составляет определенного вот труда жить там, где мы живем, да, и так далее. Вот в Российской Федерации, вот я всегда говорю, вот есть 600 тысяч кыргызстанцев проживает вот в Москве, Московской области и так далее. Ну, как будто их 5 миллионов вот на самом деле. Кажется, в метро спускаешься, кыргыза видишь, там кыргыза видишь. Узбеков редко видишь, хотя они 3-4 раза больше. Таджиков относительно тоже редко видишь. Я не знаю, может, я кыргыз, и поэтому только вижу кыргызов и так далее. Ну, и вот эта кочевая культура, она все-таки дает себе возможность, проявляет и не только вот именно в положительной стороне, но и иногда вот получается так в отрицательной стороне. Ну, я тоже считаю это определенным маленьким плюсом. Спасибо большое. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, из общего числа проживающих в Российской Федерации сколько являются гражданами России? Есть такой подсчет? Сколько являются гражданами России? Есть, конкретный подсчет есть. 250-300 тысяч кыргызстанцев, они стали гражданами Российской Федерации. Но в Кыргызстане есть такое определение, гражданство, мы его называем гражданство по умолчанию. То есть многие имеют два паспорта, это кыргызский паспорт и российский паспорт. То есть ни одного вот как раз таки кыргызстанца и кыргыза нету, который получил российское гражданство и не хочет возвратиться на родину. То есть у любого кыргыза не спроси, он в любом случае старость хочет провести в Кыргызстане. Вот в этом заключается, наверное, наша суть. Вот вчера мы ездили с Джумишлой Саматовной, она вот все время рассказывает и так далее. Вот все равно я, говорит, ностальгирую, скучаю по Кыргызстану, все равно хочется быть и так далее. И вот практически про всех. Да, маленькое уточнение было. Вы сказали про Федерацию мигрантов. Да. Она, значит, год назад ликвидирована. Да, все верно. Вы знаете, да. если мы эту организацию забыли или нет. Да. И вот этот человек, который ее руководил, он допускал
прочитал некоторые высказывания, которые критиковались с руководства, да, с российской стороны. Какие высказывания? Он делил, условно говоря, таджик на два народа. Мы знаем, что есть таджики, у нас есть посольство Таджикистана, у нас нет посольства вот той территории, которую вы говорили. Наверное, должно быть, но фактически нет, понимаете? По поводу понятия мигрант-мигрант. Есть, значит, термины Международная организация по миграции, вот мы там считаемся мигрантами. Кто-то считает, да, вы говорили, мы говорим об этом все время, да? Ну, каждый может себя называть как хочет, принять решение, мы будем себя называть этими, вот, да. Потом, и по поводу коренного населения. Вы же прекрасно помните коренное население последнего завоевателя. Все, вопросов нет, отлично. Доклад вас с удовольствием выслушали. Ну, Марк Валерьевич, я вот небольшой комментарий дам по поводу как раз Федерации мигрантов в России. То есть мы знаем, что эта федерация была год назад ликвидирована, но я считаю, что Вадим Викторович Коженов, он эксперт номер один в области миграции. И благодаря вот его стараниям смогли как раз таки включить последние поправки в трудовой миграции о регистрации. То есть раньше иностранные граждане регистрировались на территории Российской Федерации только по желанию собственника недвижимости, а сейчас на основании предложения, госуслуги называется, иностранные граждане могут регистрироваться без согласия собственника там, где он живет. Это вот его заслуга. Спасибо.